Я проснулся утром в Киеве в 2014 году, и по всем телеканалам показали избиение силовиками мирных людей, студентов и просто вышедших люди на протесты. Это я видел своими глазами. Как окровавленные, сбитые люди бежали в разные стороны. Это произвело на меня невероятное впечатление, глубочайшее во всех аспектах. Поэтому то, что происходит в Беларуси, я не просто смотрю со стороны, я его воспринимаю сквозь призму происходившего у нас не так давно. Правда? В отличие от Беларуси, насколько я могу судить посредством массовой информации, у нас это было только в Киеве на первых порах. На центральной площади. Здесь а показывают средства массовой информации во всех городах. Поэтому я просто, исходя из того, что я пережил, и беря к вниманию сравнения, я хотел бы просто обратиться к белорусской власти, остановиться. Президенту Лукашенко остановить кровопролитие. Никакими доказательствами или никакими убеждениями или никакими примерами в истории он не сможет оправдать кровопролитие. Повторяю, никакими. Если даже они прибегнут к каким-то, скажем, невероятным фальсификациям, все равно история никогда не смирится с тем, что произошло, и правда истории восторжествует. Поэтому мое глубокое убеждение, мое просто человеческая просьба человека, который в Беловежской пуще подписал документ о прекращении существования Советского Союза только по одной причине, что это была последняя империя зла, действительно, которая не считалась человеком. И невероятно трудно даже предположить было тогда, когда подписывали вместе с Шушкевичем и Кепичем, что спустя 30 лет это может повториться в Беларуси. Не предполагал. И это вызывает во всех цивилизованном мире, во всех демократических государствах не просто возмущение, а вызывает непонимание сути власти, что это за власть, какие цели она преследует и какие задачи решает. Я говорю с эмоциями, потому что мы соседи. Я знаю Белоруссию еще с советских времен. Я бывал там много раз. Я знаю белорусов. Насколько они терпеливые, насколько они, пережившие сложные времена люди, и партизанское движение, и сжигание людей просто в селах, что делали фашисты. Я видел, я знаю, я был на могилах, там в Беларуси похоронен мой отец, который защищал нашу землю во время Отечественной войны. То есть я знаю это все, я переживаю страшно за это все. Я уже не оцениваю, я даже не возмущаюсь, я просто прошу, умоляю, как близкое государство, как народ, который понимает глубоко, потому что пережил это. Люди, остановитесь. Власть, остановите силовиков, потому что нагнетать ненависть, это может закончиться очень, очень плохо. И не избежать тогда никому не избежать наказания, самого высокого наказания за преступление.
Леонид Макарович, вот когда мы с вами говорим, на улицах Минска стоят женщины в белых одеждах с цветами вдоль проспектов. Они таким образом, вот мирные такие цепи солидарности, это уже второй день происходит. И вот женщин пока не задерживают, но еще не наступил вечер. Что бы вы могли сказать этим женщинам? Что бы вы могли сказать людям, которые теперь на улице Минска, автомобилистам, которые сигналят бесконечно в знак поддержки людей, которые на улицах? Вот что бы вы могли сказать народу Беларуси? Я могу только этим женщинам выслать глубочайшую благодарность. Женщина это не просто, в данном случае выходит с протестом, она защищает жизнь. Женщина носит в себе жизнь ребенка, жизнь вообще это человек особого состава, я говорю на русском языке, извините, немножко сложно мне, я украинец, но я хочу, чтобы меня поняли. Поэтому я благодарен им, что они имеют смелость, что они приступили через любой страх. Они пришли и сказать: мы защищаем жизнь, мы защищаем свободу, мы защищаем демократию, мы хотим жить нормально, как живут люди, не испытывая страха ни перед кем. Над человеком не может быть насилия, не может быть страха. Если это присутствует, это уже государство другого состава. Поэтому я благодарен им, что они вышли мирно, спокойно и показывают свою силу именно своим спокойствием. И у меня к вам последний вопрос, очень важный. Мы уже начали с параллелей с Украиной. Какая тут может быть роль России вот в этой такой ситуации, когда, многие говорят о том, что это такое вот начало гражданской войны в стране, пугают, что это может произойти. Какая может быть роль России? Не воспользуется ли она вот такой ситуацией критической и сделает вот то, что сделала в Украине в 2014-2015 году? Я хочу верить, что Россия не поддержит этого, что происходит, насилия прежде всего. Россия не поддержит насилие, потому что это видит весь мир. Если Россия и в Беларуси поддержит насилие, если это может произойти и приведет к каким-то конфликтам, плюс Украина, плюс другое, тогда Россия берет на себя великую ответственность перед человечеством, перед миром, перед демократией, свободой, берет великую ответственность. Но я надеюсь, просто надеюсь, что этого не произойдет. Или очень хотел бы верить, потому что думаю, что в России тоже есть силы, и власть должна понимать, что происходит. Есть силы, которые не позволят действовать или поддерживать насилие в Беларуси.